Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что судьба припасла для вас до конца месяца? Что случится с вами, что случится в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно либо вслух задайте этот вопрос. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вас что-то очень сильно порадует. Вы буквально вот танцуете, как будто бы в облаках летаете. Слева у вас маленькая звездочка и бумеранг. Но бумеранг не приближается, а наоборот улетает. А справа у вас в руках как какой-то платочек. И еще какой-то человек рядом стоит. Славные события ждут вас до конца месяца. Звезда — это, скорее всего, про желание, заветное желание, желание, которое сбудется вопреки всему. То есть, когда вы меньше всего будете ждать, желание сбудется. Ну, бумеранг улетающий — это понятно, да? Кто-то из ваших недоброжелателей поймает этот бумеранг, полетит крепко, достанется. Платочек — это, возможно, символ подарка. И также очень часто платочками для женщин показывают любовь, настоящую любовь, взаимную любовь. И рядом еще человек какой-то стоит. Человек, который на вас любуется, с вас глаз не спускает. Друг, любимый человек, тот, кто будет вас охранять, защищать, который будет вам верно, как говорится, служить, помогать. События, которые действительно скрасят вашу жизнь. События, от которых вам захочется петь и плясать. Прекрасное состояние души и тела. И, конечно же, смена настроения с негативного, например, либо с такого, знаете, ровного, веселое, в такое счастливое, да, хороший момент показан. И еще до конца месяца какое-то глобальное событие произойдет, которое вас тоже заденет. Смотрите, будут задеты разные люди. И задеты они будут по-разному. То есть кому-то это будет плохо, кому-то нейтрально, кому-то хорошо, кому-то просто чудесно. Вы находитесь там, где хорошо. То есть это не чудесно, но это хорошо. Ну и есть огромное количество людей, которые находятся там, где плохо. Событие, может, даже мирового масштаба, может быть локальное, да, вашей страны или по вашего города, может быть даже в разрезе компании, где вы работаете, да, предприятия, где вы работаете. Но вы будете там, где будет хорошо. Никто не ждет, никто не будет к этому готов, но это произойдет. Как гром среди ясного неба произойдет. Вам будет хорошо, но кому-то будет плохо, кому-то будет просто чудесно, там единицы просто, да, показаны людей. И еще, мои хорошие, сложный вопрос. Вам кто-то будет помогать решать. Возможно, даже не один человек, либо люди будут подключаться на нужных этапах. Хотите верьте, хотите нет, но до конца месяца очень сложный вопрос для вас решится. Либо очень сложная ситуация для вас решится. Разные помощники, ну, либо один подключит другого, третий, четвертого, да. Вот каждый сыграет свою роль. Важный вопрос вы закроете, и это будет славная победа. Это будет прям прекрасный результат. И вижу, что вы тем, кто вам помогает, будете очень благодарны. Даже кому-то подарки будете делать. Не все будут принимать подарки, да, потому что люди разные. Кто-то прям любит подарки, да, человек примет, поблагодарит, а кто-то прям откажется категорически, скажет: нет, я это не ради подарков делала, да, не ради подарков тебе помогал. Мне важно было вот справедливость восстановить, да, либо помочь такому хорошему человеку, как ты. Дальше избавитесь от какой-то пиявки,
Пиявка будет, конечно, очень сопротивляться. Тут будет все. И слезы, и угрозы, понимаете? Когда слезы не помогут, пойдут угрозы. Если честно, у вас аж мурашки пойдут. И такой прям гнев, да? Вы скажете, да как так? Ты столько мною питалась, и ни стыда, ни совести, еще мне угрожаешь. Мне кажется, что вы с этим человеком не просто разойдетесь, вы еще и разорвете отношения. По крайней мере, с вашей стороны нет возможности на примирение. Вы так четко блок поставите. Ну, пиявки не будет, сразу облегчение придет. Так, еще показано, что вы из лабиринта выйдете, и еще каких-то людей за собой выведете. Лабиринт небольшой, но он какой-то сложный, еще какой-то темный. Вы, скорее всего, будете идти интуитивно, ну, потому что по-другому никак. Да? Представьте, выключенный свет, кромешная тьма, и это еще лабиринт. И нужно найти выход. Вот, скорее всего, да, интуитивно будете идти и точно не ошибетесь. Люди, которые рядом с вами, прям почувствуют, да, в вас силу и последуют за вами. То есть и себе поможете, и каких-то людей спасете. Дальше дом показывают, крыша. Крыша какая-то двойная. Может быть, в доме какие-то перестановки будут, либо изменения, улучшения, что-то в дом прикупите. Но у кого-то возможность обрести жилье появится. Причем не просто жилье, а какое-то очень шикарное жилье. Это не значит, что до конца месяца вы там переедете, съедете, либо подпишете документы. Нет, какая-то будет договоренность, либо вы куда-то обратитесь и вас там одобрят, да, и скажут, там, ждите своего варианта, как появится ваш вариант, мы сразу с вами там проведем встречу, да, вам презентуем предложение. Если честно, вы будете рады и вы будете спокойны, как будто бы одной головной болью меньше. И также вот какие-то ремонтные работы, либо что-то связанное с домом, что нужно обновить, изменить, починить, вот как с кем-то договоритесь и будете спокойны, что точно сбудется, точно человек не подведет. Вопрос закрывается с домом. У кого-то еще момент связан с тем, чтобы жить на два дома. Ну, жить на два дома в хорошем смысле слова, да. Возможно, вы будете ездить к родственникам, там у них оставаться, ночевать, как двери двух домов будут для вас всегда открыты. Там в любое время суток, в любое время вы можете либо в один дом войти, либо в другой дом войти. И вам там будут рады, вам там точно не откажут, не обидят, а наоборот встретят как родную, накормят, спать уложат, да, еще развлекать будут. Такой хороший момент. Дальше до конца месяца мужчина с женщиной, ну вот рука об руку пойдут. Это воссоединение отношений, либо вы войдете в отношения с мужчиной. Ну, если вы мужчина, то же самое, с женщиной войдете в отношения. То есть начнете встречаться, начнете общаться. Но если между вами был конфликт, то 100% вы помиритесь и вместе, да, пойдете дальше по жизни. Все конфликты, все неприятности останутся позади. Дальше показывают мужчину. Мужчина под зонтиком. И мужчина чего-то не боится, либо перестанет бояться. А может, это не страх, а переживание. А мужчина обретет уверенность в себе. И мужчина понимает, что он все правильно делает, и он не ошибается. И если что-то не так, то все можно изменить, поменять. Опять же, смотрите, мужчина мог переживать из-за отношений, там, бояться вступить в отношения, либо бояться на себя взять обязанности, ответственность. Либо мужчина там переживал по поводу своей работы, бизнеса, каких-то там правовых вопросов, легальности, там, законы. Теперь он бояться точно перестанет. У него в руках этот зонтик, и он этому зонтику доверяет. Да? Зонтик — это средство как защиты, как гарантия, что я не промокну, что неприятности и беды меня не коснутся, либо все у меня будет хорошо. А у женщины над головой огромная роза. Но роза — это как предложение. Предложение, допустим, от мужчины, либо предложение, связанное с работой, с карьерой, с вашим бизнесом. Предложение, которое может украсить и изменить вашу жизнь к лучшему. Вот роза прям над головой. То есть от этой розы, от нее нельзя отказаться, потому что она идет вам по судьбе.
Дальше, мои хорошие, здесь ваш образ, и вы как будто бы к чему-то привязаны были долгое время. У вас одна рука свободна, а другая как раз-таки привязана. Вы больше не будете мириться с той ситуацией, которая сложилась. И я вижу, что найдете способ полностью освободиться. Также, если у вас были эмоциональные привязки, и вы ничего не могли поделать, то вы найдете в себе силы для того, чтобы вот себя взять в руки, раз и навсегда закрыть эту дверь в прошлое. Там прям сквозит из прошлого очень сильно. Дальше огнем. Огонь. Смотрите, вы светите себе огнем и видите то, что раньше не видели. Ну, может быть, у вас видение появится, может быть, ясное видение появится. Может быть, действительно, каких-то вещей вы раньше не замечали, прям категорически не замечали. А может быть, действительно, вы не обладали какой-то важной информацией, которая не позволяла вам увидеть какие-то странности либо необычности. Теперь у вас в руках огонь, и вот все люди, вещи, предметы, обстоятельства, события обретают свои формы, настоящие, исконные формы. Да, как-то по-другому посмотрите на мир, на людей, на все то, что вас окружает. И это будет действительно не замыленный взгляд, а вот настоящий по факту, как оно есть, увидите. Так, сердце. Вам кто-то сердце будет предлагать, ну а вы как-то не очень хотите это сердце. Либо вам уже не надо. Вот у кого-то точно бывший, либо бывшая придет, начнет там плакать, сердце свое предлагать, а вы нет, спасибо, заберите. Да? Мне уже не надо, я не хочу это сердце. Прям откажете. Откажете достаточно, ну, не грубо, но строго. И человек поймет, что да, действительно вас потерял. Потерял уже как раз и навсегда. Вам судьба как будто бы добавит мудрости, трезвости и больше любви к себе. Да? Что вот не будете больше на все эти возвраты идти. И человек, который вас недостоин, вы четко скажете нет, да? Откажете этому человеку. Уже вам это сердце не нужно. Также здесь показывают маленького дракона. Он от кого-то улетает, летит в вашу сторону. Может быть, это успех, но успех, который кто-то приписал себе. Либо был какой-то успешный человек, но вы этого человека затмите. Теперь этот дракон будет вам служить, да? Вы будете теперь на драконе кататься. Это касается особенно тех людей, которые тяжело и много работали. Люди творческие, люди каких-то особых профессий, люди, которые не гонялись за почестями, честно делали свое дело. Дракон теперь летит к вам, то есть какой-то повышенный интерес появится к вам, к вашей работе, к вашей деятельности. И люди прям, да, тянутся в вашу сторону, дракон летит в вашу сторону. Кто-то дракона потеряет, но зато вы обретете. Дальше. Цепь. В цепи как будто бы какое-то одно звено очень слабое. И из-за этого вот что-то не получалось, не давалось. Проблем много было. Выявите, именно вы выявите это слабое звено. И благодаря вам ситуация исправится. Да, возможно, человек не на своем месте, не свое дело делает. Либо человек нуждается в том, чтобы его там, не знаю, обучили, дополнительно обучили. И тогда все будет хорошо. Вам все будут удивляться за ваше умение видеть то, что недоступно другим. Да? Скорее всего, это ваша аналитика, ваши умственные способности и, опять же, умение чувствовать людей. У вас оно, кстати, есть. Вы не всегда им почему-то пользуетесь, но оно есть, и оно очень сильное. Это умение, это талант, либо это дар. Так, вот здесь у меня мужчина с кукурузой. Это не то, о чем вы подумали. Это немножко другое. Кукуруза вообще это очень классный знак. Особенно кому кукуруза падает, тот богатый будет. Здесь вот стоит мужчина, смотрите, да, так твердо стоит. В левой руке он держит этот огромный початок кукурузы. Кукуруза созрела. Да? Буквально мужчина в конце месяца возьмется за какую-то работу, за какое-то дело, которое в будущем сделает его богатым. Да? Может, бизнес, который приведет к богатству, может быть, какая-то работа, там, удачная карьера, может быть, там, сособственником станете, либо войдете
в топ-менеджеры, будете получать эти дивиденды, может быть. Но это ведет именно к богатству. Держите вы в левой руке. Почему? Потому что вы этого не ждете. Либо вам кажется, что это невозможно. Да, вот сидит мужчина среднего возраста и думает: ой, мне уже поздно, да, либо ой, где же я смогу так развернуться в моем маленьком городке. Поверьте, судьба найдет, как вам помочь и как дать вам этот початок кукурузы. Еще, мои хорошие, какой-то человек трона лишится. Для вас это ожидаемое событие, хотя, может быть, смотрите, вы предсказывали, либо вы считали, что человек не свое место занимает. Может быть, вы это говорили этому человеку, что ты не свое место занимаешь, и от тебя, например, там нет пользы, только один вред. А человек вам отвечал, что ну вот кто меня посмеет выгнать, я тут крепко сижу, корни пустил, да, либо пустила. Может быть, вы с кем-то это обсуждали и говорили, что вот человек не свое место занимает и долго там не продержится. Вот мне идет, что человека просто как стряхнут с этого трона и будет лететь как пробка из бутылки со свистом. Скорее всего, еще какой-то скандал будет. Либо разбирательство. Смотрите, ваше предсказание сбудется, да. И сбудется, кстати, очень ярко. Потому что здесь вот просто вылетает из этого трона. Может быть, вам будут предлагать этот трон, а может быть, этот трон займет очень хороший человек, который соответствует, да? И вы успокойтесь, скажете: вот теперь я согласна, вот теперь все хорошо. Дальше женщина и ребенок слева. Я предполагаю, что вы мама, а это ваш ребенок, девочка либо мальчик. Может быть, вы бабушка, да? И у вас есть внук, внучка, может даже не один, больше времени будете проводить вместе. И какие-то дороги общие вас сближают, да, сближают. Может, вы вместе куда-то будете ходить, либо вместе чем-то будете заниматься, там больше станете гулять вместе. Вас это очень сильно сближает. И еще такую вещь скажу. Вы на этого своего ребеночка, либо на внука, внучку смотрите, как будто бы в зеркало видите. Да, вот ребенок очень многое от вас взял. Таланты, способности, ход мыслей, рассуждения, не знаю, улыбка, голос, манера что-то делать. Да. Прям так приятно будет, очень трогательно, аж до слез. Может быть, ритм жизни такой, знаете, откровенно неприятный, когда у вас просто физически не хватало сил, да, побыть со своим ребенком. Либо вы бабушка, а ваши внуки живут там в другом городе. Либо даже если в вашем, то не так часто вы виделись. А теперь что-то меняется, и вы вот как дорогу общую имеете. И в этой дороге вы очень сильно сближаетесь. И видите в ребенке свое отражение, вот как в зеркало смотрите. Это очень трогательно. Так, еще вы за друга либо за подругу будете очень радоваться. Что-то с вашими друзьями происходит такое хорошее, и вы радуетесь больше, чем ваши друзья. Может быть, вы хотели, чтобы ваши друзья там изменили свою жизнь, либо какие-то проблемы решили. Может быть, вы помогали своим друзьям, а вот теперь вы будете за них радоваться. И еще судьба кому-то из вас припасла достаточно сложное испытание. Я не могу назвать это по-другому, это действительно испытание. Вы как будто бы канатоходец, идете по такой тоненькой веревочке. И страшно, потому что можно упасть. Но вы верите в себя, либо вы верите в то дело, которым вы занимаетесь, вы дойдете до конца. Вы не упадете, да, видите, вот просто человек переходит огромную гору. Он не падает, он дойдет до конца и обретет свою награду. То есть вы получите желаемое, но только пройдя испытание, да, либо рискнув, либо проявив себя, проявив свой характер. Поэтому не бойтесь. Вы очень мощная личность, вы сильная личность, у вас все сложится как надо. Клыки. У кого-то клыки начинают расти. Я надеюсь, не в прямом смысле слова, да, скорее всего, в переносном, но клыки — это сила. Чем длиннее клык, тем больше силы, и тем больше такого человека уважают и боятся. В вашем случае это сила и уважение.
вы в глазах других людей будете видеть это уважение. Это не заискивание, это не маска, не линзы, да, это настоящий взгляд, взгляд, который прям кричит о том, что вас уважают, с вами считаются, на вас равняются, вы в авторитете, да, у этих людей. И это будет не один человек, и тут, кстати, разные люди. Это люди, от которых вы уже как ничего не ждали хорошего. Вот они вас зауважают. Но опять же, сила ваша растет. Так, девушки, невестки, мои хорошие невестки, у кого свекровь, ну, либо холодная, либо требовательная, да, не буду говорить плохие слова, но вот со свекровью как-то отношения у вас не ладились. Вы узнаете причину, настоящую, честную причину, почему вот такое отношение к вам, почему отношения не ладятся. Если честно, вас это удивит и рассмешит. Вот что об этом вы не думали, судьба вам раскроет. Возможно, сама свекровь вам признается, что не так. Причина какая-то, знаете, действительно несерьезная, и это что-то, что легко можно изменить и исправить. Вот, свекровь вам прям скажет, что «а я-то думала, ты такая, да, а ты, оказывается, не такая, ты другая». Вот, смешно, вам будет просто с этого смешно. Так, лес, грибы, что это? Вы за грибами пойдете? Последние дни месяца, они какие-то супер денежные идут. Супер денежные, буквально собираете грибы. А может быть, вы в конце месяца поедете за грибами в лес и соберете очень много грибов. Может, какое-то супер грибное место найдете. У кого-то в прямом смысле слова, да, вот грибы, а у кого-то это деньги, да, последние там несколько, 2-3 дня месяца вы заработаете сумму, наверное, больше, чем за весь месяц, а может быть, больше, чем за несколько месяцев. Сказать, что вы будете рады, ничего не сказать. Это справедливая награда за те неприятные моменты, которые вы пережили. А это справедливая награда за ваше добро, которое вы делали другим людям, либо помогали животным. То есть мне идет, что именно наградят грибами. В прямом смысле слова грибами, либо это будут деньги. Кстати, если вы поедете в лес и найдете там супер грибную поляну, для вас это вообще как знак удачи, обещание судьбы на будущее. Соберете грибы и обязательно оставьте копеечку. Любую. Ну, конечно, желательно желтенькую, но если желтенькой нет, то любую копеечку просто оставьте со словами благодарности, развернитесь и уходите. Уходите, не оборачиваясь. Поверьте, тогда 100% получите гораздо больше удачи. И так удача будет. А если вот еще копеечку оставите, вот одну копеечку достаточно оставить, тогда намного больше получите. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.